запись. Добрый день, уважаемая комиссия. Меня зовут Хлысов Айсен. Я ученик 5 А класса, школа номер 7. Моя тема – способы умножения натуральных чисел. Цель исследований – исследовать различные способы умножения натуральных чисел, не используемых на уроках, и сравнить полученные результаты. Практическая значимость. Результаты исследования могут пробудить интерес учащихся класса к исследуемой теме, применять полученные знания в повседневной жизни. В истории математики известно около 30 способов, которые отличаются либо схемой записи, либо ходом вычисления. Метод умножения в столбик в школе один из способов. Мы рассмотрели 8 способов умножения натуральных чисел. Перед тем, как показать своим одноклассникам различные способы умножения, мы провели анкетирование. Всего на вопросы ответили 26 учащихся. Большая половина класса выучили таблицу умножения наизусть. 21 учащихся решают столбиком, 19 умножают на пальцах. И 4 указали, что знакомы с перекрестным способом умножения. И 85% анкетированных желают научиться умножать различными способами. Зная, что есть много способов умножения, я поделился ими с одноклассниками. Им было интересно решать примеры, но не всем подошли эти способы. Результаты анкетирования вы видите на экране. Самым доступным стал китайский способ умножения. Плюсы. Можно умножать любые числа, не зная таблицу умножения. Минусы. Становится трудоемким при умножении чисел, содержащими больше цифр. Вторую позицию занял способ умножения на пальцах, так как им пользоваться довольно просто. И самым сложным стал перекрестный способ умножения. Я также знаю крестьянский способ умножения и решетчатый способ умножения. Таким образом, мы считаем, что поставленная нами цель достигнута. Есть много способов, но не все способы удобны и доступны. Считаю, о существовании этих способов можно рассказывать в школе, дома и удивить своих друзей и знакомых. Мы только изучили и анализировали уже известные способы умножения. Также мы не хотим останавливаться на достигнутом и продолжить изучать различные способы умножения. Спасибо за внимание.